Столицу Южной Осетии Цхинвал, город-герой, перенесший вероломное нападение грузинских войск в 2008 году, сегодня не узнать. В городе практически не осталось следов прошедшей войны. Вот эта башня танка, попавшая сюда после подрыва боевой машины, оставлена здесь как напоминание будущим поколениям о тех страшных днях 2008 года. В Южной Осетии, как и в Абхазии, действует российская инвестпрограмма. В Цхинвале около 130 улиц, 50 из них уже полностью благоустроены. Заменены все подземные коммуникации, водопровод, канализация, дорожное покрытие, озеленение и освещение, проведен газопровод. Где было необходимо, проложена ливневая канализация, установлены и очистные сооружения. Благоустройство улиц будет продолжено и в рамках инвестпрограммы на 2018-2019 годы. В рамках следующей инвестпрограммы у нас запланировано строительство 2 автодорог. Это второй этап участка автодороги Гуфтак-Вайса. Это автодорога Громцы-Нагар, это в Ленигорской зоне. В 2018 году предусмотрено благоустройство 10 улиц в городе Цхинвал, 3 улиц в Ленигоре и 4 улиц в поселке Квайса, вместе с заменой инженерных коммуникаций подземных. Также запланировано строительство 2 новых детских садов на 100 мест. Это в городе. Замена подстанций нескольких в северной части города. Всего запланировано больше 25 объектов на 2018-2019 год. Близится к завершению восстановительные работы в Южно-Осетинском государственном университете. Раньше здесь был педагогический институт. Во время событий 2008 года несколько корпусов были сожжены. 600 миллионов рублей вложено в восстановление учебного заведения. Уже в новом году университет примет 700 студентов. Объект начался восстанавливаться в 2016 году, приступили. В настоящее время работы подходят к финишу. Генподрядчик – это местная строительная организация «Мегаполис-Т». Практически все строительно-монтажные работы завершаются. Остается установить оборудование и подготовить объект, документы к сдаче в эксплуатацию. Выходя из университета, мы случайно встретили президента страны. Анатолий Бибилов, несмотря на выходной день, проводил осмотр строящегося объекта. С особенной гордостью нам показали новый современный медицинский кластер, который строится в центре Цхинвала. Кстати, и здесь мы снова встретились с президентом. Как выяснилось, Анатолий Бибилов еженедельно проверяет ход работ на восстанавливаемых объектах. На одной территории будут располагаться детская больница, отремонтированная еще в рамках предыдущей инвестпрограммы, родильный дом, который строится с нуля уже в рамках инвестпрограммы 2018-2019 годов. Также планируют перенести сюда и городскую поликлинику. Работы в операционно-хирургическом корпусе близятся к завершению. Уже полностью завезено современное оборудование и мебель. В данном корпусе имеется 7 отделений. Это отделение, приемное отделение, плановое и экстренное. Имеется, значит, у нас рентгеновское отделение, операционное отделение, отделение гемодиализа и ЦСО. Есть реанимация на 13 коек, 6 операционных, из них 2 рентгеноперационные и 4 операционных. Это урологическая, офтальмологическая и другие пока не определили, какие они будут. Южно-Осетинский государственный драматический театр полностью сгорел еще в 2006 году. Полное восстановление театра шло 3 года. Объем затрат составил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Здесь, можно сказать, работа кипит и днем, и ночью. Сейчас ведется наладка сцены. Строители обещают сдать объект в эксплуатацию до конца года. Откроется театр премьерной постановкой спектакля «Фатима» по поэме известного осетинского поэта и драматурга Косты Хитагурова. Мы находимся на центральной исторической площади Цхинвала. Вы видите вновь отстроенное здание Государственного драматического театра Южной Осетии. Здесь же будет установлен музыкальный фонтан. Совсем скоро на этой площади появится новая трехэтажная современная гостиница, а прямо напротив меня находится резиденция президента. Несомненно, в ближайшем будущем эта площадь станет визитной карточкой города-героя Цхинвала. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.